освобождение Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии. Разгром Квантунской армии. Таков боевой путь дважды героя Советского Союза, героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Иссы Александровича Плиева. На фронте, видите, всегда перед нашим братом стоят конкретные задачи. И в целях выполнения, наилучшего выполнения этих задач, все мысли, собственно, были сосредоточены на этом. Как возможно лучше выполнить задачу. Конечно, могут быть какие-то личные воспоминания, личные переживания и так далее, но это все-таки не главное. Где День Победы вас остался? День Победы мы были на территории Чехословакии. Вот. Готовились к очередному решительному прыжку на Прагу, поскольку там были войска немецкого фельдмаршала Шернера. И как тогда говорил товарищ Сталин, что я надеюсь, что наша Красная Армия приведет в чувство этого фельдмаршала. Вот мы готовились его добить. Это было такое решительное, последнее наступление. И в результате этого наступления мы вышли к Праге. Первый украинский фронт шел с севера, от Берлина. А я от второго украинского фронта своими корпусами и дивизиями шел отсюда от Брно на северо-запад, еще, и потом строго на север. Вот, и вышел на южную окраину города. Ну, наш командующий фронтом Малиновский не знал о том, что мы вошли в Прагу. И, к сожалению, это дело осталось как-то в тени, а вся слава досталась Первому Украинскому фронту. А скажите, у вас, я слышал, любопытный был эпизод в Жахе. Ну, там много было интересных эпизодов. Дело в том, что эти дивизии, которые шли в общем направлении на Жахе, ну, я их так, образно говоря, подгонял, чтобы они смелее шли. Подгонял, и сам оказался в Жахе. Ну, поворачивать обратно неудобно было. Я генерал-полковник, командующий войсками, оказался прямо в зубах у этого японской дивизии, которая дислоцировалась в городе Жахе. Ну, я подъехал к штабу, приказал вызвать этого командира дивизии японской императорской армии. Я ему сказал, кто я такой есть. Он сперва сомневался, а потом переводчики растолковали ему о том, что я в действительности генерал-полковник советской армии. И я ему предложил, я говорю, сложите оружие, я вас пощажу тогда. Но если бы вы видели, как мучился этот самурай, и его штабные офицеры, вы были бы потрясены. Ведь он мог просто приказать расстрелять меня. Ну, у него даже была вооруженная дивизия, а я стою один. Но, видимо, все-таки он перепугался. Испугался основательно, видимо. И притом он сперва сомневался, являюсь ли я действительно генерал-полковником таким-то. А потом он говорит, что мы знаем, что есть в советской армии такой генерал-полковник. Но мы знали, что он в Европе. Я говорю, ну в Европе мы закончили с Германией. Я говорю, вот приехали теперь для того, чтобы поговорить с вами. А потом мы показали гостям кадры военной кинохроники. Ух, мороз видно такой аж. Ну, в Подмосковье это в 41 году были очень сильные морозы. Во-первых, зима очень рано наступила. 6 на 7 ноября в ночь шел такой снег, страшно смотреть было просто. Вот это и самый Плиев, видать, пожалуйста, будьте любезны, да. Я даже не помню, кто снимал, когда снимал, чего снимал. Это вот адъютант, это Туганов, это артист госцирка. Вот сейчас, да? Нет, он тогда был в цирке и со своей конной группой пришел к нам на Волоколамское шоссе.
тылам где-то ходят, видно. Да, мы же под Москвой ходили дважды. Один раз ходили в августе, а другой раз попозже. В августе удалось прорвать фронт ночной атакой, и пошли мы на оперативные тылы. Там наработали все, что надо было. Вот это уже похоже на Калининскую область. Вот эти настилы. Да, это же там Вот все так. места-то заболоченные очень. Так что приходилось такие гати создавать. Вот это плив, брейц, это точно. Да, Беларусь. В Беларуси, да? Да. На ходу, на ходу. Да, переправа прямо. У переправы. Командующему надо побриться, правильно. А как же? Но вы худой были очень. Очень худо. Мы строили переправу, да? А немцы стреляют по этим местам. Я адъютанту говорю, давай, парикмахер, побреемся. Он говорит, товарищ Иванович, нельзя бриться. Я говорю, почему? Ну, убьют. Ну, мои монголы, вот тот Чайбалсан, вот плив стоит. А, Это уже Дальний Восток. это уже монгольская конная армия. Телка везут даже. Ну, пригодится. На шашлык. Воду везут. Во. Попробуй без воды повоюй там. Нас японцы не ожидали там, да, сердца. Они считали, что эти районы для современных войск непроходимы. Поэтому были уверены, что советская армия не пойдет через Гоби. Там, где горят леса, дерется наш Иса. Он смел, горяч в бою за родину свою. Так поется в этой песне, сложенная осетинским народом о своем прославленном земляке. Доброго здоровья вам, Иса Александрович! Земной поклон и спасибо вам за ратный подвиг ваш, товарищ генерал.